Так, слово имеет первый президент Республики Саха-Якутия, государственный советник главы республики Михаил Ефимович Николаев. Пожалуйста, Михаил Ефимович. Добрый вечер, а у нас в Москве добрый день. Вот вы не обижайтесь, вы представители нового поколения государственных чиновников. Я вот сравниваю свою молодость в вашего возрасте. Так? Вы все же более конкретны были. Вот здесь все рассказали, все хорошо. Главы муниципальных образований. Так? Ну, вновь избранный глава УЛУСа. Но ради чего мы живем, трудимся? Какая-то планка у нас должна быть. Итоги своей работы сравнивать. Это прежде всего, чтобы наши люди жили хотя бы в средней достатке. Хотя бы в средней достатке. А как получается-то у нас? Вот в прошлом году где-то 180 тысяч ниже прожиточного минимума бедных людей было. Убежден, что по итогам 2020 года увеличится эта цифра. С другой стороны, немало делается республике для создания именно условий труда. Посмотрите, все же и села преобразуется, столько колоссальных, понимаете, жилищного строительства, социальных объектов. Рождаемость падает. Школа все малокомплектным становится. Люди беднеют, производство практически на селе падает. Посудите сами. Сегодня средняя корова у нас республика где-то 1800 килограммов дает. Это в 70-х годах мы доили такой объем. Сегодня картофель урожайность 70-80 центнеров с гектара. Это в 60-х годах мы такой урожай собирали. Поголовье я не сравниваю даже. Все главы отчитали, все нормально. Я как 5 пальцев эти носки знаю. В каком состоянии находится жизнь людей. Так подходить нельзя. А республике все же надо найти какие-то подходы новые. Вот Россия дает нам образец. Территория опережающего развития. Так почему республика не может создать свою территорию, опережающую развитие республиканского уровня? Своим положением, статусом. Лет 20 мы выдвинули идеи о 3 долинах. Что это часть республики надо интенсивно развивать. Самая густонаселенная, инфраструктура хорошо развитая, асфальтированная дорога, электричество, газ, полосы есть. Чего не хватает? Сегодня практически в многих поселках подведены летние водопроводы. А усадьбы собирает, понимаешь, 60, 70, 80 центнеров гектара картофель. Поэтому первое, все же семейная экономика, надо повернуться. Не на словах, а на деле. Красной нитью провести. Красной нитью. Под личную ответственность
муниципалитета, его руководителя. Внести в уставе муниципалитета, что несет персональную ответственность за развитие именно семейной экономики глава села. С людьми конкретно работать. Леонид Николаевич сегодня приводил пример, что Организация Объединенных Наций приняла десятилетие. И при том же там прямо сказано, не обязательно сельскохозяйственным производством семейное фермер должен заниматься. Не обязательно. Там и виды промышленности, швейное производство, кустарное производство и так далее, и так далее. Все должно уходить в понятие сельское, семейное, фермерское хозяйство. Второе. Надо определить этой долине, что будет строить муниципалитет района. Какие объекты. Третье. Какие объекты будет строить республика. Мы не должны людей загнать только в сельскохозяйственное производство. Те сказали биотехнологии. У нас великолепное сырье. Великолепное сырье. Начиная от яголя и кончая, понимаете, разнотравием. Косметология бурно развивается в мире, особенно в азиатских странах. Почему нам из своего собственного сырья, именно растительного сырья, не производить косметологии? Рекламировать его. Ведущие страны, как Южная Корея. Благо мы интенсивные связи имеем. По линии университета у нас хорошие связи с ними. Пригласить их, помочь. Не только инвестиции, а именно технологии, именно специалистами. Вот я вам покажу на Ринофорте. Вот это великолепный кисломолочный продукт. Вы знаете, что в современном мире мы очень много употребляем антибиотиков. Антибиотик убивает микрофлору желудочно-кишечного тракта. Кроме специальной кисломолочной продукции никто не восстанавливает. Вот это продукт, кисломолочный продукт, называется Нарине Форте. Производится в Новосибирской области, в Новосибирском районе. Так, село Барышево. На селе производят. Вот емкость 450 граммов, миллилитров, 450. Вот в Москве продается за 850 рублей. Вот в прошлом году было внесено предложение построить определенное количество якутской породы скота в этой долине. Не головы привезти, а выдающиеся линии, отбор сделать. Коров 20. Из молока нашей якутской вот произвести вот такой продукт. Можно сделать? Можно сделать. Я был в феврале в Белгородской области и поразился,
кости крупного рогатого скота, самой крепкой части, делает протезы зубные. Боже мой, а если мы сделали бы лошадиной нашей, понимаете, кости от нижней части, такая крепкая кость, великолепный, понимаете, зубной протез бы делали бы. Она не такая уж сложная. Технология есть специальная. Я поразился, сам собственными глазами видел, как доят там кроликов для косметологии. Люди не имеют ничего. Вот, понимаю, при помощи науки все это добивается. Цех маленький, мы были там. Ничего сложного нет. Мух выращивает, специальная муха есть. Личинки, которые превращают на белковую добавку для комбикорма. То есть, пора, товарищи, новая плеяда чиновников 21 века как-то оттолкнуться от той базисной нашей возможности. Вы сегодня очень много говорили и правильно говорили о IT-технологии. Надо развивать и будет развиваться это направление. Наш народ очень способный в этом направлении. Не так уж много в России, понимаете, субъектов, которые имеют, как Якутия, по две компании международного уровня. Майтона и Индрайвер. Это международные уже компании. Именно наши ребята, вашего возраста ребята, создали на пустом месте. И дальше надо развивать это правильное. Но IT-технологии и IT-индустрия – две разные вещи. Поэтому не только технологии, но и индустрию создавать надо. Я чувствую, вот руководители республиканского масштаба, вы все же затрудняетесь. По всей видимости, незнание сельской специфики, природы жителей села, их менталитета и так далее. Но растет же новое поколение. Ваши ровесники, они податливы на новое направление, на новые технологии и так далее. Вот. Я думаю, все же наша встреча в таком уж хорошем формате построена, рапорты, все сделано и так далее. А если вот сколько человек занято, сколько человек что производит, так, какая их, какой уровень жизни, чем владеет, чем располагает, какая доходность у них, вы посмотрели бы совсем другую картину. Вот здесь напомнили мне ортодоксы. В 90-х годах мы это делали. Никакого министерства не было, ничего не было. Сперва министром охраны природы выехали, зимой посмотрели, подходящее место. Давайте лесозоопарк сделать. На другой год уже начали строить, 3 года закончили. И лучшие годы посещало 150-200 тысяч человек.
год. Какой объект вы создали сегодня, что столько людей посещало бы? Великолепным рестораном, чтобы люди отдохнули, вот, питались и так далее и тому прочее. Поэтому вы очень много говорите, рисуете, откуда-то вырываете, понимаете, откуда. Вот Ленские столбы. Ленских столбов я не один раз был. Тоже в Атамае. В Атамае вот прошлым летом был. Там одна компания каких-то курятников строит напротив столбов. И все, больше ничего нет. И вы сегодня сотни миллионов будете просить. Рисунки показываете. Кто там будет жить? Кто обслуживать? Кто кормить его? Кто понимает, будет обеспечивать жильем чистое, начиная от туалета, понимаете, кончая простынями и так далее. Кто будет? Все же приземленно надо быть, более конкретно, более практично. Нет у вас ни одного, понимаете, хорошего информатора, как говорится, то есть экскурсовода, что подробно рассказывал бы. Подкачивайте на теплоходе, вот смотрите, поднимайтесь там вверху, посмотрите, любуйтесь. Даже у вас туалета нет там. Люди мучаются. А зарубежные, когда приезжают, вообще они, кроме унитаза, ничего не признают. Они не могут, как мы. По-большому ходить. Что у вас есть там? Ничего нет. Ни одной легенды нету, чтобы заинтересовать людей. А это знаковое место. Когда наш земной шар создавался, что было, кроме воды? Одни микробы только были. Больше ничего было. Никакой живности не было. 11 миллиардов лет тому назад. Потом появились по нему микробы. Потом беспозвоночники. Это 500-550 миллионов лет тому назад. Именно в этом месте Ленского столба. Вот почему ЮНЕСКО дало статус особо охраняемых. То есть биоразнообразие началось именно с Якутии, сегодняшней территории Якутии. Все было под водой, и Красноярский край, и вся Якутия была под водой. Дно океана было. Кто-нибудь рассказывает, кто-нибудь показывает это? Вы на халяву хотите, понимаете? Народ-то сейчас умный. Он так просто своей, понимаете, с кошелька достать не положит. А что-то полезное только за это положит. Строите, понятно, багет, то же самое. Химичите, ничего нету. И у вас не получится. Кто будет приезжать там? Кто будет жить? Говорите только, вот, красиво говорите. Даже сами не понимаете, но красиво говорите. Какие-то компании непонятные создаете. А до этого сколько было создано различных компаний туристических? Где они? Вопрос финансирования – это наиболее сложный участок освоения этой долины. Вот, все же надо было вернуться к микрокредитованию. И микрокредитование делали бы улусы. Как пионерный проект, вот надо улусы дать возможность определенные бюджетные средства
так, который вы безвозвратно даете в виде суда. Отсюда надо уходить, это разбалует людей. Целевого назначения никто не проверяет. Карты играет или пропьют, или что-то еще сделает. Машину купит, квартиру купит на ваши суды. Знаете, что никто не контролирует? Безвозвратно все это. Превратите взаимные, надо создать заемные средства вместе с судом. Займы надо давать, беспроцентные. Возвратом 3-5 лет по частям. Деньги любят счета, а у вас без счета налево-направо раздаете. Все, что угодно закупает, вплоть до калмыцкого скота. Для чего это нужно? Нет, говорит, это суды дают, поэтому мы берем. Разве так можно развивать, управлять, понимаете? Поэтому я прошу принципиально вопрос решить. Будем создавать территорию опережающего развития долины Эркяне или нет, республиканского значения. Если создаем, то сегодняшняя вот наша встреча так и должна записать на протоколе, войти предложением правительства республики о создании территории опережающего развития в долине Эркяне. Разработать положение, предусматривать льготы. Инвестор тоже должен знать, если какая-то есть льгота, он придет. Республиканское значение. Надо тормошить своих, которые на ноги стали. Вы здесь упомянули этот цементный завод, правильно? Он должен принять участие, обязан принять участие. Там неплохо развивается Немигюнца, Нестерево хозяйство. Вот с него надо пример брать. На голом месте создал, понимаете, кондитерскую фабрику, хлебозаводом. Потом за 3 года, понимаете, конезавод создал. Уже около 1500 голов лошадей имеет уже, выкупил. Уже на рынок Китая вышел с кониной. Выкупил, понимаете, Покровское здание, где будет переоборудовать на мясокомбинат. Это один человек, одна компания. Семейная компания, притом одна. Есть возможность наших людей? Есть. В каждом наследии есть. Хотя они живут, понимаете, регистрированы в городе Якутске. Тоже, понимаете, Данилов, Актемцев, великий строитель, город Якутск перестраивает. Почему он не может? Вот. Это директор называется, да? Фонд будущих поколений. Его супруга Стюктюра, ректора университета, понимаете, супруга Семигюнца и так далее. И это по-человечески надо работать, людьми работать надо, приглашать, чтобы они построили дома, понимаете, летние дома, летом отдыхать, выезжали туда. Одновременно помогали интеллектуально, понимаете, и финансово, какие есть возможности. Вот поэтому я убедительным образом прошу, вот, агитирую вас,
что надо принципиальный вопрос решить. Будет эта долина территория опережающего развития или не будет. Второе, надо разместить новые виды, вот начиная от косметологии и кончая биотехнологией размещения. Эти фабрики, эти заводы, они не такие уж большие здания, не такие большие. Поэтому и менталитет села будет меняться. Вот когда пандемия стала, понимаете, протянутой рукой на маске это нельзя. Неужели, понимаю, штук 50, понимаю, швейных машин купить, и сырье, материал купить и шить, всем нашим женщинам дать? Они постоянно шили бы. И работа, место работы было бы, и зарабатывали бы, и очень полезное, нужное дело делали бы. Скоро год будет, как пандемия началась, а мы сами не шевелимся. Вот Китая просим, вот еще кого-то просим. Что, сами не можем, что ли, шить? Мой бизнес и так далее и тому прочее. У вас слишком централизованная финансовый ресурс. Очень централизованная. С 220 миллиардов практически УЛУСам вы в виде бюджета даете где-то 40 миллиардов. Остальное все у вас централизовано. По министерствам идет. Это недопустимо. Даже малый бизнес не может УЛУСа развивать за счет бюджетных средств. Нет, надо вот министерству все давать. Они будут командовать. Или социальный контракт. Огромный на будущий год вы предусмотрели порядка 600-700 миллионов рублей. Ну, кому даете? Министерству даете. Министерство будет поднимать с каждым, заключать договора. А почему УЛУС не заключает? Ему виднее, кому давать. Поэтому финансовую часть надо тоже отдельно смотреть и включить его в протоколе. Спасибо, друзья. Спасибо за поздравления. Вы не обижайтесь, что, возможно, вы не привыкли к такому тону разговора. Так? Но я думаю, что вы поймете, я не претендую на ваше место, на какую-то должность, не подсиживаю вам. Открыто говорю, что вы что-то делали доброе, что народ долгие годы помнил и сказал, вот в то время зампред этот был, министр сельского хозяйства этот был, вот они решали. Самое главное, доброе слово населения. Вы сейчас скоро будете готовиться к отчету правительства. Я убедительнейшим образом прошу. Отчет должен быть конкретным, не общим по республике. Живущий в тундре, Анабарской тундре, то, что по республике делается, ему не интересно. А мне интересно то, что его проблема прошлого года, который ставил, как решили. Вот это интересует. Вот поэтому он будет оценивать деятельность правительства. Поэтому я еще раз приглашаю, будьте конкретными, без общих слов. Спасибо, друзья.